я уже точно скажу, вот как в Великой Отечественной войне не было семьи, которую не затронула война, то, к сожалению, СВО затронуло уже многие семьи города Мегиона, достаточно погибших, осталось детей, но, как Путин правильно сказал, у нас нет чужих детей, мы все наши с вами. Поэтому я на постоянной основе общаюсь с ребятами, оказываю всю помощь, приезжают, заходим и общаемся у нас, и многие для себя говорят: знаете, вот я там был, и рядом со мной там мусульманин, он меня выносил русский, а вот тот вообще якут, а вот этот вообще с татари, и все, и там национальности забылись. Почему? Потому что есть плечо друга, и только он поможет. Не паспорт, не метрика, не цвет глаз и разрез и так далее, а именно плечо друга. Вот это вот как раз и есть наша сила. Я хотел бы с вами больше пообщаться, не только чтобы вы слушали то, что мы сегодня вам расскажем, но послушать вас. У меня к вам будут вопросы, и очень хотелось бы, чтобы вы приняли очень активное участие в этом процессе. Возможно, сегодня государство Курдистан не существует, существует автономия курдов в Ираке, де-факто автономия курдов в Сирии, идет борьба курдов в Турции и определенные права курдов в Иране. Но, несмотря на это, курды очень стойкий народ. Об алиутах кто-то слышал? Один человек, два. Хорошо, спасибо. Кабардинцы. Есть такой народ у нас в России. Спасибо. Да. Армяне. Знают армян, да. Хорошо. Заходят русские войска в Париж. Оккупанты, ну с точки зрения должны быть, как нам кажется, вышли жители Парижа, женщины с платочками. Это философия разная у нас и у них. Вы знаете, что самое смешное? Они ждали гвардейцев, как у нас в кино показывают. А первыми в Париж, кто знает, кто вошел? Калмыцкая конница, представляете, калмыки. А за ними идут башкиры, мишари, крымские татары и так далее. Вот это русская армия была. Костюмы очень похожи на костюмы стран, в которых курды как раз таки и живут. Это Турция, это Ирак, Иран, я думаю, похожи. На Азербайджан костюмы очень схожи. И сложно что-то прям отличить у них от них. В общем, костюмы похожи на все. Похожи. Так, хорошо. Так, спасибо. Назовите территории государств, в которых входит Курдистан сегодня. Турция, Сирия. А, вот она первая. Девушка. Шаг вперед. Правильно. Как называется женский головной убор? Вы победили. Чудесный мир сказок народов России. Аудиосказки, пожалуйста, вручаем вам. Можете по QR-коду пройти на сайт и послушать сказки на 8 языках народов России. Пожалуйста, проходите. Курдские обычаи не запрещают девушкам и юношам видеть друг друга до свадьбы. Женское затворничество и запреты на социальные контакты, известные во многих религиозно-культурных порядках восточных народов, чужды исконной традиции курдов. Как называется мероприятие, когда происходит венчание жениха и невесты? Там используют специальные... И это делает обряд, этот обряд совершает женщина. Ночь ханы, кто сказал? Да, это ваша земля, держите. Правильно. Ночь ханы, да, смотрите, курдская семья образуется после того, как женщина венчает молодого парня и девушку, то есть на ночь ханы. Если вы увидите, что мужчина идет в бежевом костюме, значит он куда собрался? Направить, шаг вперед, правильно. Традиционное курдское свадебное платье у женщины, какого цвета? Это зрительная память, там было. Красное, да, только руку надо поднимать. Так, есть. Красное платье. Красное, правильно. Сколько курдов в мире? Вот он первый ответил, но я награжу вас всех. Вам как не ответившему, но все-таки. Танцуют практически синхронно и энергично.
гордость Сирии.